Добрый день, доброе утро, дорогие друзья. Это, как мы вчера обсуждали, этот мой третий приезд, по-моему, в Казань. А Казань, Татарстан давно меня привлекает в связи многих обстоятельств. В первую очередь, здесь огромная древнейшая культура. Во-вторых, здесь тот университет, который притягивал многих выдающихся людей. Я часто ссылаюсь на Толстого, на Лобачевского, а они именно в Казанском университете учились или руководили этим университетом. Не говорю уже о том, что там и сейчас работают выдающиеся ученые. Но есть и другая причина для меня. Я знаю многих моих дорогих друзей, которые всегда притягивали меня в Татарстан, в Казань, и это притяжение как-то закрепило мое отношение к вам. Но есть и многие другие причины, в том числе и любимое для меня Святое Писание Коран, который здесь является основой единения людей. Я православный христианин, но это меня не мешает, наоборот, даже увлекает читать Коран, и у меня много-много выписок из этого Святого Писания. В общем, есть много причин. Но есть одна причина, которая осталась в моей памяти, это то, что при первом приезде, уже не помню, когда это было, меня повели на Голубые озера, было 17 градусов мороза, а я впервые в жизни искупался вот в такой погоде в ледяном озере. Я как-то с тех пор считаю себя как будто героем, что осмелился такой же, я же грузин, а грузины такое не любят. А я осмелился. Наши двухдневные встречи будут связаны с воспитанием наших детей. Но, по сути, это будет разговор не о детях, а о нас самих. Я исхожу из мудрейшего источника идей Толстого, который, видимо, ссылаясь на Старогорского, говорил о том, что истинное воспитание ребенка заключается в воспитании самих себя. Если мама не воспитана, не жите от невоспитанного ребенка. Если папа не воспитан, тоже не жите такого. Так? А если мы хотим воспитывать ребенка, воспитанию нет начала и нет конца, то есть надо начинать с самих себя. Воспитывая себя, не можем воспитывать наших детей. А воспитывая себя, это значит, что мы уже взрослые и, к сожалению, успели набрать кое-какие дурные, может быть, привычки, укусы в жизни. Так? А сейчас ребенок появляется, надо его воспитывать. А как с дурными укусами делать? Как быть с привычками? Как быть с курением, скажем? Как быть с сквернословием? Или с дурным характером, как быть? Мы хотим сохранить все это в себе и воспитывать детей? Видимо, будет неудобно и некрасиво получится. Так? То есть воспитание ребенка, по сути, есть воспитание самих себя. Вот об этом и будет наш семинар. Конечно, буду рассказывать и я, и Паата, который мне помогает. Будем рассказывать о воспитании детей, о методах и так далее. Но все это через воспитанного взрослого. Вот такой у нас семинар. Наш семинар имеет и свои, так сказать, оттенки, особенность. Обычно семинары, которые проводятся другими о воспитании детей, они не задевают философский взгляд взрослого в отношении ребенка. Они задевают духовную основу воспитания. А гуманная педагогика, которую я хочу преподнести вам, без духовного начала не состоится. Гуманная педагогика мыслит духовное начало. Чем я пришел к вам?
я лично. А с чем пришел мой сын Паата, пусть он потом скажет вам, когда настанет его очередь рассказывать вам о воспитании детей. В первую очередь, уже разглашили мою тайну, я пришел к вам с возрастом, со своим возрастом. Ну, смотрю на вас и думаю, каждый из вас для меня ребенок. Я для каждого из вас или дедушка, или даже дедушка, ну, в крайнем случае, отец. А возраст – странная вещь. С одной стороны, это величайшее благо, как поет мой соотечественник, «Мои года, мое богатство», а с другой стороны, это может быть и обнищение. Так, смотря как приходишь к возрасту. Ибо говорят, мудрость приходит с возрастом. Но кто-то добавил, но иногда возраст приходит один. В данном случае вы сами можете за эти 2 дня проверить, я один со своим возрастом или с мудростью какой-либо перед вами стою. Ну вот это мой возраст. А когда у человека есть возраст, больше слушаешь, так? Особенно в мусульманской стране, где почитается взрослый, мысль взрослого, наставление взрослого и так далее. Ну вот, перед вами стоит такой взрослый. Второе, это то, что начиная с 60-х годов, с конца 50-х, начала 60-х годов, я уже приступил к своим научным поискам. Тогда я не вижу того, кто тогда еще родился в то время, так? А мои эксперименты тогда уже начинали исчитывать свой возраст. И мы начали тогда принимать первый экспериментальный класс. Это происходило в Тбилиси, в Грузии. Первый экспериментальный класс, и там многое пробовали. Что пробовали, что из этого получилось, я чуть позже вам об этом расскажу. Но в данном случае я хочу сказать, что с тех пор, начиная с 1962 года, моя жизнь связана с детьми, со школой, с учительской жизнью, а потом уже и с семейным воспитанием. Скоро, в то же самое время, у нас в семье родился первенец, это он, который привел я к вам как доказательство, то, что я тоже воспитывал детей. Посмотрите, пожалуйста, насколько он воспитан, не воспитан, подскажите мне, хорошо? Ну и еще есть дочка, более чуть младшая, она в Москве живет, имеет своих мальчиков, детей, мальчиков. Ну вот воспитание в семье тоже в какой-то степени наполняло меня опытом. Я пробовал со своей женой вместе гуманную педагогику в семье. Что-то получалось, что-то нет, но постепенно я вот откладывал, то есть отмежевал мудрое, умное от того, что связано было с нашими ошибками. И вот хочу рассказать именно не о ошибках, а об успехах, которые может быть, вам поможет. Вот с этим еще. Но есть третье обстоятельство. Дело в том, что я стал носителем уже нашумевшей гуманной педагогики. Гуманная педагогика, сейчас все говорят, гуманная педагогика, но так не было при советской власти. Когда мы впервые заговорили о гуманной педагогике, меня вызвали в ЦК партии. Те, которые в какой-то степени задели советскую власть, знают, что такое ЦК партии, что это за орган был. Так, вызвали, спросили, ну, товарищ Аманашвили, вы о чем? А советская школа это не гуманная? Вопрос был очень опасный. И скажут, что нет, не гуманная, тогда ты идешь против власти, против советской школы. А советская школа, раз назвали советская школа, значит, там все очень хорошо. А если что не советское, там все очень плохо. Но я знал классику педагогики, любил читать классику и знал эту классику, а там совсем другая школа описывается, другие подходы, другие взрослые, другие воспитатели. Они подходят к детям совершенно на иных началах, на философских, на нравственных началах, на началах любви. А в учебниках педагогики советского периода, да и сейчас тоже,
Они надо делать очень толстым, у них 300-400 страниц. Ни на одной странице вы не найдете слово «любовь». Ни на одной странице. Ни один ученый не скажет будущему учителю, что детей надо любить. Иначе не занимайся этим делом, что называется воспитание. Ну вот, гуманная педагогика имеет свои начала, свое понимание. Не то, может быть, как вам это кажется, так? Гуманность – это любить, гуманность – это уважать, не кричать, не орать на ребенка, так? Кто-то вот так узко мыслит гуманную педагогику. Это малюсенькая часть понятия гуманизма. А истина совсем в другом. Я не спешу, потому что мне предстоит все это постепенно изложить. Вот с этим опытом, сознаниями, которые я набирал в течение своей долгой жизни, я и стою перед вами. Настолько сейчас я смогу оправдать ваши ожидания сегодня-завтра, это уже вам судить. А я очень попытаюсь, и Паата Шалвуш тоже попытается очень, чтобы вы не зря потратили эти 2 дня. И в Грузине. Ну, к сожалению, танцевать, могут, в детстве я танцевал. Но сейчас уже не могу, чтобы вас развлекать этим. А, к сожалению, медведь на ухо мне наступил, и петь тоже не могу. В душе только. Поэтому развлекать меня этими прекрасными видами искусства не можем, но вот монологом да. Мы предлагаем следующие темы, уже названы в ваших программах. Мы будем все эти темы задевать по порядку, будут все эти темы изложены. Но еще предлагаем следующее. После первой встречи мы могли бы дать вам, желающему, открытую консультацию. Наверное, на каждом из этих встреч, скажем, сегодня мы успеем где-то 3-4 дать открытую консультацию, и завтра тоже. Кто желает, должен поставить четкую проблему, что волнует воспитание своего ребенка, маленького, взрослого. Так? А мы попытаемся разгадать эту тайну. Так? Это открытая консультация. Можете задавать еще и вопросы, письменно, устно, как вам удобно будет, и мы обязательно найдем время, чтобы на них ответить. Кроме того, я тут присутствую, хотя вы предупредили, что не надо нас трогать и так далее. Вы можете подходить, можно нарушить ваши условия, да? Подойти, мы автограф дадим и поговорим, и частные вопросы тоже во время перерыва или после, как закончится сегодняшний день, и кто захочет, можно будет тут поговорить. Вот такие условия. Следующего. Я хочу бы пригласить кого-либо и задать пару вопросов. Здесь есть мама, папа, у которого есть 2 детей хотя бы. Пожалуйста. Она опередила вас. Здравствуйте, я вас приветствую. Как вас звать? Алсу. Асма. Алсу. Алсу. Алсу или Алсу? Алсу. Алсу. Правильно я сказал? Вам можно как угодно. Не можно как угодно, да? Сейчас я вспоминаю такую историю, как одна очень известная женщина, первая леди тогдашней советской страны, пригласила меня на чай и спросила, как ваше имя произнести, Шалва или Шалва? Вот то же самое я сказал, как вам угодно. Спасибо, Асу. С вами похоже. Да? Спасибо, хорошо, я рад этому. Значит, вы мама. Да. Сколько детей? 2 детей. Возраст и имена. Дочка Амиля, 7 лет, и младший сын Амирхан, 4 года. Амирхан. Амирхан и дочка. Дочке 7 лет и 4 годика мальчику. Да, мальчику. Мальчику 4 года.
А в семье, конечно, есть муж. Он здесь? Нет, его здесь нет. Его здесь нет. И, конечно, кое-что запишите, а потом передадите, правда? Да, я уже записала. Да, надо образовывать его тоже. У вас, по сути, не двое детей, а трое их, Да, я тоже так всем говорю. да? Да. У меня Но старший самые сын есть. тяжелые, это не 7-летняя дочка или 4-летний мальчик. Это старший сын, да. Старший сын. Старший сын. Ну что здесь, милые дамы, так меня воспитывала моя супруга Валерия Гивьевна в течение почти 50 лет. Она ушла с грустью о том, что не довершила свое дело. Это так бывает. Скажите, пожалуйста, вот у мальчика 4 годика, 7 лет дочери. Вы же понимаете, что годы быстро летят. Вот, если поверите мне, мои 60-е годы, когда вот я вспоминал сейчас так, это как вчера было. Как вчера было. Вот эти дни тоже, которые мы тут проведем, быстро пролетят, и через года 2-3 вы скажете, как вчера было, все это. Также пролетят 10, 15, а то и 20 лет, и вашему сыну будет тогда уже 24 годика. Да, прекрасный Казань, конечно, дай Бог. Прекрасный город Казань, и ваш сын идет по улицам Казани. Как вам это представляется? Как он выглядит? Или с каким внутренним миром он идет по улицам Казани? Да, мне надо визуализировать. Но я представляю его уверенным в себе, глубоким, мудрым, с теплым взглядом. Представляю его веселым. Представляю, что он любит людей и что любит жизнь, что радуется жизни, что он счастливый внутренне, гармоничный. Всё? Наверное, еще что-то есть, да? Да. Скажи, пожалуйста, тогда, чтобы он выглядел таким, сразу придет, правда? Нет, это уже сейчас работа должна происходить. Вот сейчас уже вы должны это делать. Да, правда? да. И с дочкой, И и с сын, сыном. да. То, что вы хотите получить впредь, Да, мы сейчас сегодня должны сеять причины, да. чтобы было следствие. Это я должна быть такой, чтобы он был таким. Да, вы должны быть такими, и кроме того, вы такая добрая, еще должны владеть некими способами, чтобы ваши посевы попали в почву. Да, все верно. Давайте сейчас определимся. То, что вы сказали, что он должен быть таким добрым, взглядом таким, чтобы он был счастливым и тому подобное. А все это можно определить какую-либо цель, вот цель воспитания. Есть с мужем цель воспитания ваших детей. Назовите эту цель. Ну, как только наши дети родились, с самого рождения дочки, уже ей сейчас 7 лет, мы поставили цель сразу. Вот. То есть какой она должна быть и какой мы ее видим. Ну, мы поставили локально и глобально. То есть какой мы ее видим в 10 лет и какой мы ее видим уже по истечению взрослого периода. И мы ее видели, что она должна быть религиозной во всех планах, да, и что она должна быть умницей. Вот. И главное, чтобы она была счастливой. А слово «счастливая» – это тоже загадочное слово. Что это значит для матери? Чтобы она была самодостаточной внутри, и чтобы оно было, вот счастье, оно внутри нее, то есть чтобы она не зависела от каких-то факторов. То есть чтобы она внутри себя ощущала гармонию. И это есть счастье, да? Но счастье – это внутреннее состояние, это то, от чего ты не зависишь. То есть это не зависящий фактор от мужа, от детей, от родителей. Это то, как ты себя внутри ощущаешь. Слово «счастье», вот русское слово «счастье», наверное, многие знают здесь. Так? Тем не менее, попытаюсь объяснить. Вот стремление части к целому. Часть стремится к целому. И это стремление, то есть влиться в целое, так само стремление, которое переживается в духе, называется счастьем. Я хочу, чтобы она принимала себя такой, как она есть, и окружающих. А сейчас скажи, пожалуйста, 4 годика мальчику и 7 лет дочке. Дочка уже, наверное, в школу ходит. Нулевой класс.
Нулевой класс. Хорошо. У вас какие-либо проблемы с ними возникают? Нет, слава богу. Проблем? Но когда возникает какая-то проблема, мы стараемся сразу понимать, откуда причина. То есть мы стараемся искать тут же причину этой проблемы. Хорошо. Если нет никаких проблем и у вас все хорошо идет, зачем же на семинар пришли? Мне просто интересно послушать именно правильное воспитание, да, какое оно должно быть, чтобы мы были правильными родителями. Спасибо. Хорошо, давайте тогда завершим разговор вот так. У вас есть возможность задать мне самый важный вопрос. Какой бы вопрос вы задали бы мне? По отношению себя или по отношению детей? Любой. А вы пришли на семинар и задаете мне самый важный вопрос. Я не знаю, в отношении семьи, в отношении детей, в отношении самого себя. Сами выбирайте, пожалуйста. И каким был бы этот вопрос? Что значит быть правильными родителями? Что значит быть правильным родителем, да? Хорошими родителями. Хорошим родителем. Ой, спасибо. Вы меня озадачили. Спасибо. Мы попытаемся ответить на этот вопрос. Спасибо огромное. Спасибо. Дорогие друзья, маленький такой брифинг. На какие вопросы бы вы хотели получить ответы на этих двухдневных семинарах? Могли бы сказать? Пожалуйста. Как быть с компьютерами, да? Пристрастие с компьютером, и болезнь уже возникает в связи с этим. Как быть с компьютерами? Как быть с... Запиши, пожалуйста, эти вещи, да? Пожалуйста. Полная семья. Воспитание ребенка в неполной семье. То есть воспитание ребенка... Хорошо. Понял. Пожалуйста. Хотела бы получить какие-то советы по поводу воспитания конкретно мальчиков, конкретно девочек. Раздельное воспитание их не. Ну, не то чтобы раздельные, но как их вместе, Да. в то же время в одной семье воспитывать. Мальчик – будущий мужчина, дочка – будущая женщина. Пожалуйста. При нашей огромнейшей любви к детям, как не воспитать из них избалованного ребенка? Ребенок еще совсем маленький, чтобы он не вырос избалованным. Испортил наших детей. Сейчас. Злость и агрессия у ребенка. Злость и агрессия. У вашего ребенка есть злость и агрессия? Да, проявляется. Возраст какой? 4 года. 4 годика. Спасибо. Здравствуйте. Роль родителей мы понимаем огромная. Роль общества, которое его окружает, должны ли мы его искусственно формировать, либо вот какое оно есть? Роль окружения, роль общества. Пожалуйста, папа. Как подвести ребенка к духовности. А вы уже подошли к духовности? Спасибо. Да, пожалуйста. То есть любовь. Хорошо. Как бороться с ревностью старшего ребенка к младшему? Ревность, когда там ревность, двое, старший, дикая младший. ревность, да. Материнская Я думаю, ласка все с этим уходит. сталкивались. Хорошо. Добрый день. Ваше мнение по поводу раздельного обучения по половому признаку, да, и что вы скажете по поводу домашнего обучения, ваше мнение? Спасибо. Пожалуйста. Простите? Роль школы в воспитании детей. Да, это беда сейчас. Можно сейчас? Школа напрочь отказывается воспитывать детей. Напрочь. Пожалуйста. Как ребенку не потерять свою независимость в социуме, когда его окружают другие дети и пытаются его организовать в своих каких-то интересах? Вот младшие и более старшие, когда авторитет начинает вырабатывать другие дети.
Понял. Еще пару вопросов. Добрый день. У меня, как у отца двух детей, вопрос такого характера. Я как человек, который обеспечивает семью, для меня самое главное — это финансовый и довольственный достаток в семье, который занимает в семье очень большое время. И, соответственно, вопрос, как успеть карьерный рост, финансовый достаток обеспечить семье и в то же время не пропустить воспитание сына, дочери, чтобы мы, вложив в одно время, тоже во благо семьи, пытаясь достичь что-либо, не пропустили самое ценное в своей жизни. Я мама Вопрос. 4 детей, можно? Я тут. Да. Ой, И потом уже закончим. я мама 4 детей, и у меня вопрос такой: как их воспитать, чтобы между ними существовала дружба в дальнейшем? Семья 4 детей, да? Да. Серьезно. Спасибо. Всем здравствуйте. Что вы думаете о воспитании детей по вальдорфовской системе? Это детские садики и школы. Спасибо. Вальдорфская школа. Хорошо. Вопросы вы потом еще можете задавать. Это Паата записал. И давайте договоримся так. Если вы не получите на эти ваши вопросы ответы сегодня и в первой половине завтрашнего дня, тогда вы уже вслух ставите эти вопросы, мы на них отвечаем. Хорошо, я думаю, что вы получите эти ответы, но тем не менее, если не прозвучат они, тогда уже, простите, будем повторять некие вопросы. Спасибо. Итак, давайте начнем с того, что запишите маленькую, не знаю сказать, молитву, мантру, самовнушение, что ли, маленький текст, малюсенький. Он такой: спасибо, Господи. Спасибо, Господи, что доверил мне воспитание Твоего чада. Спасибо, Господи, что доверил мне воспитание Твоего чада. У меня замечательный ребенок. Я замечательная мама или я замечательный папа. Время от времени повторяйте, пожалуйста, эти слова для себя в душе. Каждый из вас замечательная мама, замечательный папа. Вам доверено воспитание ребенка от Господа. Он замечательный, как бы он ни выглядел сейчас, он у вас замечательный. При изложении наших взглядов мы будем вести вас, знаете, к какому состоянию воспитания? Романтическому. Воспитание – это как-то очень прекрасная полоса жизни для каждого родителя. Лучшая полоса жизни. Конечно, у вас есть, как вы сказали, карьерный рост. Это тоже прекрасные ступеньки восхождения в жизни. Есть, наверное, некие судьбоносные такие свершения. Тоже прекрасно. Но то, что называется воспитание ребенка от рождения, даже до рождения, до совершеннолетия, так, это очень прекрасная полоса жизни. И надо, чтобы она стала, эта полоса, романтической. Романтика воспитания. Поэтому будем предлагать не методы нудные, как задавить ребенка, как перебороть в нем, как добиться этого, а методы, которые доставляют им вам радость и детям радость. Жизнь была радостная, с проблемами, конечно, сложными проблемами. Она была восходящая и радостная. Романтика воспитания. Если вы не любите жизнь, гуманная педагогика не для вас. Если вы любите жизнь, гуманная педагогика вам
помощь и радость будет. Вот это. Так, первая тема наша. Кто есть наши дети? Когда на одном семинаре я задал этот вопрос, а вы знаете ваших детей? Одна мама тут же поспешила сказать, как своих 5 пальцев. Ну, конечно, никто из вас не знает своих 5 пальцев тоже. Кто знает свою ладонь? Свои линии. Зачем это так? Почему? Откуда? И так далее. А где какая линия? Кто это знает? А почему они еще? А тем более ребенок – это загадочное явление в нашей жизни. Вообще человек – загадка полностью. Но для нас, наши дети, не знаю уже в какой степени, загадка. И попытаемся просто разгадать малюсенькую часть нашего ребенка. 2 дня семинара, даже если месяц сидели здесь, все равно мы не знаем все тайны ребенка. Не знаем. И поэтому не ищите какого-либо амунашу или кого-либо другого, который в полной мере даст вам понимание вашего ребенка. Нет этой педагогики, нет этой психологии, нет такой философии. Тем не менее, мы стараемся в какой-то степени доступиться к этому чуду. Я начал с того, что у меня возраст нешуточный. И вот перенимал первых детей в 62-63 годах и пытался открыть первые экспериментальные классы. Я уже научный сотрудник Института педагогики и веду свои научные наблюдения. Именно в те 60-е годы, начало 60-х, мир заговорил о необычных детях. Их назвали детьми-акселератами. Акселерация. Слово «акселерация» означает быстрое физическое развитие организма. Это скорее из биологии, из медицины идет это понятие. Акселерация, акселераты. И действительно, если вы успели заметить рост моего сына, а если я с ним сейчас постою, это кто помнит Тарабунку и Штепсель, этих прекрасных юмористов, да, из Украины, вот они. Вот я этот маленький палец Тарабунка, а он Штепсель. Значит, дети были высокими, со своими внешними формами. Они превосходили своих родителей. Они рождались тогда более весомые. 4 килограмма – это была норма. А сверх этой нормы приходило целое поколение детей. Никто не мог объяснить, что это такое. Откуда эта акселерация? Кто-то это связывал с солнечными пятнами, что ли. Там что-то происходит, поэтому. А кто-то объяснял тем, что война кончилась, дети хорошо кормятся, вот, и быстро развиваются. Так? Но вы же видите, вы тоже лучше сейчас кормимся, но акселерация не наблюдается. В массовом порядке. Почти 90% детей вот так быстро развивались. Защищается огромное количество диссертаций, но без толку. И психологи, и физиологи, медики, педагоги, но ничего не получалось. Так и осталась эта разгадка тайною. Почему так залпом пришло такое поколение, а то потом прекратилось? Это всего 8-10 лет происходило такое явление. А начиная с 70-х годов о детях-акселератах не гугу. А сейчас совсем забыли об этом понятии. Как дети эти акселераты проявляли себя тогда? Проявляли в первую очередь умственно. Не могли понять. Они много знали и были пытливыми очень, сразу схватывали знания. Психологи провели свои исследования, пришли к такому выводу, что 6-летние дети начала 60-х годов со своими умственными способностями превосходят 9-летних детей 30-х годов. То, что с трудом решали 9-летние дети в 30-х годов, то есть моего возраста, я человек 30-х годов, так,
эти же самые задачи, рассчитанные на талантливость, запросто решали 6-летние дети. То есть на 3 года опережали своих сверстников 30-х годов. Вот этот феномен уже был совсем необъяснимым. Хотя привлекали ученые разные условия, то, что родители стали умными, так, то, что много читают сейчас люди, очень много в семье с высшим образованием и так далее, но это, конечно, могло повлиять. Но умственные способности были до той степени высокие, что эти условия не совсем подтверждали результат. Вот те же самые 60-е годы в Советском Союзе начались массово, то есть зародились лаборатории, которые начали исследовать новую дидактику. Ну, здесь мне сказали, что есть учителя, наверное, кто-то вспомнит. Был Занков, Леонид Владимирович Занков, система Занкова. Эта система сейчас применяется в школах. О Занкове уже не говорим, но она есть в школах. Система Илькоина Давидова. Может, кто-то знает, наслышан, величайшие психологи, создавшие уникальные системы обучения детей. Так? Детям давали они сразу же с 1 класса абстрактный тип мышления. Так? Не конкретный, а абстрактный тип мышления, то есть диалектический тип мышления. И дети охватывали огромный такой пласт знаний, теоретических знаний уже со 2 класса. Я не знаю, кто умеет здесь, скажем, вы же знаете, что есть отсчеты, да? 10-ричный отсчет, 10 пальцев, 10-ричный отсчет, есть 20-ричный отсчет, у грузинов, кстати, 10 пальцев они присоединили, пальцы на ногах, по 20 получилось, так? Но ведь система техники опирается на двоичный отсчет, цифровая система. Кто-то из вас может читать до, скажем, до 20 с помощью троичных отсчетов, двоичных отсчетов, семеричных отсчетов. А это делают запросто маленькие дети 1 класса. В школах Давидова и Ильконина. Такая же лаборатория возникла у нас в Грузии, и эта лаборатория тоже прославилась по всему миру. Тоже мы с помощью этих детей-акселератов тогда свершили. Вот что. Сейчас по всей России вы можете подавать своего ребенка 6-летнего в школу. Если захотите, если ребенок нормальный, так вы можете подать в школу. Закон это позволяет. Это потому, что в те 60-е годы впервые мы в Грузии призвали 6-летних детей в школьное образование и доказали, что эти дети хотят. Умственно они готовы для этого. Потом наш эксперимент был обсужден на коллегиях Министерства образования Советского Союза. ЦК решила принимать 6-летних детей в школу. Почему ЦК решила, это другой вопрос. Не ради детей они это решили. Мы ради детей эту проблему исследовали, а они порешили ради того, чтобы на год раньше сократить обучающий процесс, и дети вышли из школы на год раньше. И кроме того, где ребенок в детском саду стоило тогда 380 рублей, а в школе 76. Вот удешевить образование. Но дети могли лучше учиться 6-летки, чем 7-летние дети. Здесь есть психологическая причина. 5-дневная учебная неделя вот так родилась на основе этих детей. Умственно развитые дети быстро освоили программы были спрессированы, так? И высвободился 1 учебный год в начальных классах. Что же этим годом делать? 365 дней. Вот и возникла идея подарить детям в школе 5-дневную учебную неделю. Это тоже Грузия тогда привнесла, опять коллеги, опять Министерство образования Советского Союза, решение правительства, и 5-дневная учебная неделя начала гулять в советских школах. Еще много чего было. Но дело не в этом. А дело в том, что
Эти дети умственно более развитые, так, они повзрослели, они уже вошли в жизнь, и они что-то сотворили. Так сделали нечто. Эти дети сейчас, они ваши родители, как ваши мамы, папы, дедушки, бабушки. Это уж, если они чуть попозже родились, пораньше родились. Но они еще и ученые, они деятели искусства, разных в искусстве. Они политики, они строители вообще. Но они принесли то, что полностью перевернуло наше сознание. Именно дети-акселераты. Мы с вами пользователи тех плодов, которые они утвердили в нашей жизни. И то, что они утвердили, повторяю еще раз, полностью изменили наш образ жизни. Что же они сделали? Они утвердили в нашей жизни, назову только одну часть. Интернет, компьютер, мобильник. Мало? Меняется образ жизни. Сокращается, планета становится маленьким. Время прессируется. Так? Источники знаний повсюду. Вот перед тобой. Вот если есть этот ящик, маленькая коробочка, весь мир перед тобою. Так? С 17 лет я стоял в очередь, чтобы мне поставили телефон дома. Советской власти. А сейчас сколько вам нужен телефон? Сколько наберите, сколько карманов, вот кладите в каждом кармане мобильник и номер и так далее. Это они принесли. Эти акселераты утвердили это. Что же на основе этого происходит? Происходит очень мощный сдвиг общества вперед. Ведь движемся. Мы уже не тратим время из-за пустяков, из-за мелочи. Мне уже не надо сейчас ходить в Ленинскую библиотеку, там сидеть месяцами, чтобы почитать некие источники. Они вот в этой коробочке уже есть. Я могу сегодня быть здесь, а завтра там, послезавтра там. А вы можете в любой момент найти меня, где я нахожусь. Не надо треугольные письма писать, почту ходить, заказывать эти письма и так далее. Всюду. Раз-два набрали на мобильнике что-то и уже так, знаете, и так далее. Это все резко меняет наш образ жизни. Может быть, молодые этого не поймут, потому что уже в этом живут они. Но сейчас вообразите ваших мам, дедушек, особенно бабушек, которые жили в 70-е, 60-е годы без этих средств. Сейчас дело доходит до того, что первоклассник, приходя в школу, ну, это, может быть, не сегодня, не завтра, но скоро это будет, прямо будет обучаться, набирать на компьютере буквы, писать и считать. Зачем ручку брать? Это можно вот так. А какая наука развивается о том, что ребенку надо учить нажимать, вот буквы писать, нажимку и так далее, правильно выводить, линейки, вот так разлинованные тетради. Все это. В 60-е годы я и мои сотрудники, знаете, какую проблему изучали? Только не смейтесь, пожалуйста. Мы изучали проблему, можно ли вместо перьевых ручек, когда надо было обмакивать в чернильницу, может быть, вы уже многие не знаете этого, в домах это редко, что где будет, так? Обмакивали, и так надо было, так писали буквы, тетради, все так писали. И мы в школах ходили с чернильницами. А я проводил эксперименты, можно ли это заменить авторучками. Это же глупо. Но годы тратились, нервы тратились за это, потому что были противники. Вот это сделали эти акселераты. Я сейчас вспомнил это потому, что после акселератов пошло обычное поколение детей. Ну, и высокие, и невысокие. Так? Ну, хорошие люди. Это все вы. Так, сейчас в этом зале.
Вас не называют ни акселератором, ни другими такими словами. Люди как люди. И пользуемся этими достояниями наших недалеких от предков. Так. Хорошо. Эти же акселераторы, кстати, деформировали власть. Расформировали, точнее, власть. Так. Через общество. Они иначе все перестроили. Может, мне это не очень непонятно, но им это очень понятно. Я вспоминаю эту историю, потому что, начиная с 90-х годов, с конца 90-х и до сегодняшнего дня, мир гудит, много говорит и много пишет о том, что тоже начало поступать новое поколение детей. Сколько этим детям сейчас, которых называют таким странным словом, как индиго. Это слово вам известно, наверное, да? Дети индиго. Сколько сейчас им? Если они начали поступать в 95-м году, в 97-м году, тогда были единицы, там, намечались так, то, начиная с этого века, их стало все больше и больше. Значит, детям этим максимум, может быть, 18 лет. Но самое главное, масса этих детей – это 10-летние, 12-летние, 13-летние, 14-летние дети и те, которые сейчас рождаются. Называют дети индиго. Откуда это слово идет? Ну, от того, что одна американка, Энн Тепп, такая женщина, которая утверждает, что видит ауру вокруг человека, то есть сияние, свечение тела вокруг человека, начала утверждать, что вот в 90-х годах приходили дети с сильной аурой, небесно-фиолетовая такая аура синего цвета, так? Это и есть индиго. А до этого дети рождались аурой розового цвета. А сейчас синие. Ну, как говорят, синий цвет, синее пламя – это высшее пламя. Это более утонченное, более чистое пламя. Если у кого-то есть аура синего цвета, считай, что человек очень близко к духовности, к чистоте, к возвышенным мыслям. Близко стоит к этому. Так? Но дети приходят вот такими аурами. И другие подтвердили, что это так. И вот начались исследования. Сейчас и в интернете, и в печатном виде вы найдете огромное количество источников, которые говорят о детях индиго. Их еще называют детьми кристаллическими, детьми звездными, детьми промежуточными. В России полюбили слово «свет». Дети света. Вот поколение детей света. Наблюдатели в своих книгах говорят о том, что эти дети имеют свои особенности, чего никогда не было. В первую очередь эти особенности смутили учителей. Очень смутили. И они хором почти одновременно закричали о том, что дети какие-то неуправляемые, они гиперактивные дети. Слово «гиперактивность» раньше не существовало в еврейском словаре. Никто не говорил о том, что ребенок гиперактивный. Наоборот, тогда, в 60-е годы, защищались диссертации о том, как активизировать ребенка в образовательном процессе. Так? Какие методы применить, чтобы ребенок активным стал, чтобы слушал, принимал, хотел. Так? А сейчас дети сами пришли гиперактивными, и учителя испугались. Им не нравится гиперактивность детей. Знаете, что происходит? Эти дети, правда, новые. Я попытаюсь перечислять их качества. Правда, новые, они другие дети, с другим складом ума, характера, устремлений, а может, с другой миссией еще. Ведь акселераторы имели свою миссию
они утвердили. Вот приходит сейчас новое поколение со своей миссией, которую надо утвердить когда? В 40-х, 50-х, 60-х годах этого столетия. Они должны сперва подрасти, потом взять в свои руки власть в науке, в искусстве, во власти, в политике. Они будут менять мир. Конечно, будут менять мир. Мы можем содействовать им. А может быть, даже будем сопротивляться, если наши взгляды тянут нас назад. Так? А у них новые взгляды будут. Дети акселератор, простите, индиго, детей света, действительно есть свое предназначение. Какое, нам трудно это разгадать. Так же, как мы не могли разгадывать задачу предназначения детей акселератов. Не могли разгадывать, даже не думали об этом, что у них мог быть какое-то предназначение могло быть. У них это есть. В последнее время они об этом сами скажут. После того, как будут менять мир. Чем они характеризуются, эти дети? Первое. Во-первых, талантливостью. Очень много стало талантливых детей. И раньше рождались талантливые дети. И среди индиго тоже были талантливые дети, но в таком количестве талантливых детей это впервые мир получает. Каждый ребенок почти или многогранно талантлив, или талантлив в какой-либо сфере. До той степени многогранные они иногда, что мы даже не можем разгадать, а на какой кружок вести ребенка, там музыка, танцы, там математика, там что еще им хочется, и то, и другое, и третье. Дети проявляют вот эти способности, многогранность. Второе. Иногда талантливость проявляется очень в раннем возрасте. Раньше тоже проявляется в раннем возрасте. Здесь массово это часто бывает. До той степени часто, что не укладывается в закономерностях. И должны уже переосмысливать закономерность. Значит, это что-то другое. Так? Видели такой случай, как в передаче «Минута славы» мама привела 3-летнего мальчика. Перед мальчиком поставили планшет, он садится на корточки, члены жюри диктуют ему уравнение, он записывает и решает уравнение. В таком возрасте учить решать уравнением невозможно. Учить невозможно. У нас нет методов, нет способа объяснения этого высочайшего уровня знаний. Ребенок спокойно решает. Мама сказала, что мы не для миллиона тут пришли, а для того, чтобы миру показать. Есть такие дети, и обратите на них внимание, пожалуйста. Вот так рано просыпается иногда талантливость ребенка. Если обратим внимание, талантливость может быть сохранена и развита дальше. Но нужна педагогика своя. Если не обратим внимание, талантливость, может быть, погаснет. На каком этапе был ребенок талантлив, но талантливость осталась там, где-то позади. Эти дети несут в себе знания. Самое это слово, что они несут знания, удивляет. Но как несут знания? Знания несут, понимаете, знания о тех вещах, о которых мы ничего пока не знаем. Но в них эти знания присутствуют. Кто очень хочет этим заниматься, я назову одну книгу, называется это «Души говорят». Егуда Новосельский, автор, еврейский автор такой, Егуда Новосельский, «Души говорят». Книга издана в Израиле, но в интернете это существует. О чем там в этой книге? Там просто протоколы. Протоколы научных наблюдений. И за этим протоколом подписывает группа, официальная группа, где и раввин, и психолог, и журналист, и ученый, и вот специальная группа. О чем эти протоколы? О том, что задают вопросы детям,
который аутистом, глубоким аутистом. Так? С ними очень трудно общаться, с детьми аутистами. И они говорить не могут, учиться не могут, ходить не могут, себе сохранить не могут. За ним просто надо ухаживать постоянно. Так? Учить им что-либо невозможно. Я говорю о глубоких аутистах. Ибо Эйнштейна тоже считали аутистом. Эйнштейном стал. Так? Ну вот, есть специальный способ, как войти в внутренний мир такого ребенка. Так? С помощью этого специального способа задавали детям вопросы. И вот что является. Каждый ребенок, это еврейская среда, знает Торы, то есть Ветхий Завет. А ребенку 3,5 годика или 18 лет. После 19 и 20-летнего возраста эти дети уже не выдерживают жизнь. Они уходят. Знают Торы. Откуда? Спрашивают, кто тебе этому учил? А дети как будто хором говорят, ангелы учили, или Бог учил. Когда? До рождения. А кто-то скажет, и сейчас учат меня. Торы знают. И раввин тут сидит в этой экспертной комиссии, задает вопросы, сам не может толковать эти стихи, как толкует ребенок. Вы это можете вычитать в протоколах. Дети знают языки. Откуда знают языки? Учить невозможно. Точнее, они знают не языки, а могут понимать сказанное на любом языке, хоть на русском, на грузинском, на татарском, на любом языке. Скажите, они мысли принимают и отвечают на ваши мысли. То есть они открыты к языкам. Может, непонятная вещь. Откуда это? И таких много-много. Они знают любой алфавит мира. Перед алфавит кладут именно и держат руку вот так, они пальцем указывают, какую букву надо напрягать, чтобы ответ получился. Так? Любой алфавит. А учить было невозможно. То есть дети приходят с знаниями. Это больнее так. А со здоровьем у нас эта проблема не стоит. Но они тоже наполнены знаниями. У них много знаний. Сейчас вы поймете, почему эти дети гиперактивными становятся. Они правда гиперактивные, или мы приписали им эту гиперактивность? Это следующее качество этих детей. Ваши дети приходят с сознанием. У кого еще есть ребенок 3-летний, 4-летний, 5-летний, до 6-летнего возраста, будьте внимательны к ним, задавайте тонкие вопросы. Можно спросить, откуда ты пришел, с чем ты пришел, что ты знаешь. Удивляйтесь этому, интересуйтесь этому. Но не говорите такие вещи, как «хватит тебе глупости болтать». Это тоже иногда бывает. Раз скажешь ребенку такое, 2 раза скажешь, он закроет рот и больше с тобой общаться об этом не будет. Не будет рассказывать, что пирамиды строились вот так, а не так и так далее. А как строились пирамиды? Откуда он знает? И на Марсе невозможно увидеть людей, вообще живых существ, потому что существа до той степени развиты, что им тело уже не нужно. А сущности без тела обнаружить невозможно. Вот тоже некий Борисский это утверждает. Вот такими идеями они приходят, странными. Это, говорю, не о чужих детях, а о ваших, хорошие мои друзья. Они тоже несут вот эти знания. А теперь вообразите, что дети с такими знаниями, которые в подсознании лежит, иногда вот проявляется, так, пришли в 1 класс. А Марья Ивановна говорит, сидите вот так, руки надо вот так поднять. Сколько будет? 1 + 1, рук не вижу, быстро, без рук не вижу. 1, а детям плевать хочется на это. Так. То есть школа становится грустной для них. Их возможности потенциально высокие, а мы держим их на заниженном уровне. Что же в таком случае дети будут делать? Шалить будут, слушать не будут, выкрикивать будут. Они, как говорят педагоги, становятся неуправляемыми. Так?
Вот вам гиперактивность. Учитель не меняется, а дети другие. Также учителю назвать детей есть не таким понятием. Мама пристала, простите, учительница пристала одна. Как быть с гиперактивными? Как быть с гиперактивными? Весь семинар 5-дневный проходит до обеда, опять задает этот вопрос. Да, есть выход и для учителей, и для родителей тоже. Гиперактивным детям нужны гиперактивные маме, папе, учителя. Все. Другого выхода нету. Дети новые, педагогика старая. Вот и конфликт. Между собой. Почему сейчас этот семинар проходит? По логике вещей здесь должны сидеть учителя школы, и с ним должны говорить в течение 5 дней. Это такой семинар, как воспитывать, как учить, как гуманным быть и тому подобное. Но последние уже 4 или 5 лет родители перехватили нас, и редко мы проводим семинар для учителей, и в основном только для родителей. Потому что эта проблема пришла в семье. Проблема воспитания. Ваше подсознание чувствует, что так и дальше нельзя. А как по-другому? Надо поискать. И это отлично. Отлично, знаете, что вот смотрю на вас, и как я радуюсь, что здесь папы сидят. Раньше папы не приходили на родительское собрание в школе. Зачем приходить? То с мамой, то с бабушкой. На таких семинарах, ибо считал, что воспитание ребенка – это дело женщины, матери. Так? А сейчас вот папа сидит прекрасный, у него много дел своих, но откладывает это вот. Тут мне даже неудобно, дорогие милые папы. И я восхищен вами, но даже неудобно вас, деловых людей, держать на этом семинаре 2 дня. Мы видим, это в пользу будет вам. Эти дети с огромным самомнением. С ним спорить, они любят спорить с ним. Если они что-то сказали, так, мы должны это принимать как точно, вот это правда. Начнет спорить, они этого не терпят, обязательно конфликтуют с нами, обязательно свое утверждают. Они верят в себе, очень верят в себе. Значит, что же получается? Или мы должны приручить ребенка для своей педагогики, чтобы нам легко было, так? Или нам самим надо перестроиться так, чтобы ему было хорошо. Этот Толстой обнаружил такой закон. Обычно, сказал он, воспитатели упрощают образовательный процесс для себя, но усложняют детям. А надо наоборот, чтобы им было легко, а нам было трудно. Мы не хотим меняться, а дети меняются. Они другие. У этих детей вот что говорят наблюдатели. Если мы, то есть нынешнее поколение взрослых, так, имеем такую черту, как иметь вещи иметь, так, то этому поколению этой страсти не будет у этого поколения. Иметь вещи. Мы хотим иметь, а у них будет вот такая страсть. Отдавать. Не иметь, а дарить. Отдавать. На что сейчас вся реклама построена? На одной логике. Бери от жизни все. Все, бери. Живи на яркой стороне. Не смотри на кого, ни на кого. Бери все. А как мне все брать? Если нет возможности, значит, надо красть еще, надо убивать, надо захватывать. Так? Бери от жизни все. Это очень дурная реклама. Разлагающая реклама. Бери от жизни все. Мы не имеем права брать от жизни все. Мы должны брать то, что нам нужно, ни больше, ни меньше. Но хоть одна реклама где-нибудь скажет, да отдавай жизни все. Отдавай и получишь. Отдавай все.
Вот это будет, должна быть чертою. Если мы поможем детям, чтобы эта черта развилась в них, они пришли с таким намерением, с таким устремлением. Дальше. Наше поколение – это разрушительное поколение, поколение, которое разрушает только. Разрушает частную жизнь, разрушает чужую жизнь, разрушает. Мир разрушает вообще. Мир. Сейчас более 30 войн происходят в разных местах. Сложные, менее сложные. Так. Междоусобица, конфликт между странами. Одни страны свергают других. Зачем это делается? Мнимыми поводами. Так, сильная сторона может запросто разрушить другую страну, и никто ничего не пикнет. Это качество нашего поколения. А для этого поколения главное будет созидание и мир. Созидание и мир. Я восхищен вот этой гостиницей. Очень интересно. Вчера ночью я смотрел ее, был очарован, а сейчас вот внутри, это же прекрасно, правда, красота. Но в принципе, все наши постройки, какие они? Просто безобразные. Начиная с тех 50-х, 60-х годов строительство, какое-то было серое. Серые улицы, серые дома, маленькие потолки и так подобное. То есть это не от того, что у нас было мало средств. Хватало и чувства красоты. Так? Любви не хватало еще. Уважения к человеку не хватало. Еще. Это поколение будет подвергаться только законам красоты. Наше дело, чтобы мы развивали в них это чувство, не переостанавливали и загоняли обратно. Они пришли с этой страстью, а мы должны это развивать в них. Чувство красоты. Мы ищем свободу. Так. Конечно, здесь я не вижу ни одного свободного человека, считая себя самого тоже. Но свободного от того социального строя, где мы находимся. Так? Свобода – это странное понятие. С одной стороны, все мы стремимся к свободе, с другой стороны, как сильная птица, упускаем эту свободу. Свобода только в духе бывает. В социальной жизни ни на йоту никто свободу не найдет. Муж зависит от жены, жена от мужа, от детей, от работы, от всего, от законов этой страны, от обычаев, от традиций, от веры зависит. Все это ограничения. Так? Но если все это принимает мой дух, принимаю их, я хочу в них жить, тогда, конечно, я в духе свободный человек. Истинную свободу найдут эти дети. Истинная свобода, вот в них лежит в духе наших детей. Но у нас сознание, как бы мы не говорили, что мы верующие люди и так далее, я тоже верующий. Наблюдая за собою, иногда мне грустно становится, с трудом освобождаюсь от материальских взглядов на мир. Верующий, верю в Бога. Но почему-то материальные вещи для меня становятся, как-то иногда важными. Так? Но верю в Бога. Подходы к людям, вот к тебе, к вам и так далее. Так? Подходы. Кого я вижу через себя? Человека обычного. А я должен видеть, исходя из моей точки зрения, из Корана тоже Деву Марию. Так? В каждом Иисуса Христа для меня. Очень восхищен Кораном, где христианское учение вообще принимается как свое учение. Как свое родное учение. У нас нет проблем, нет разности с Назареями, как говорится в Новом Завете, в Коране. Так что я должен смотреть на вас вот так. Что мне мешает это делать?
свои материнские ценности. Вы же говорили здесь, папа говорит, да, насчет духовности. Духовность – это очень сложная проблема. Мыслить духовно, воспитывать вот на почве духовности – это большая проблема. Понимаете, вот дети приходят вот такие, начиная с 90-х годов. У них еще много других качеств. Они совсем другие. А мы старые люди. Принимаем их по нашим обычаям, по нашей старой педагогике, по нашим вот, методам кнута и пряника. Вот принимаем их так, они этого не терпят. У них другая духовная природа. Не терпят. И возникает конфликт между нами и нашими детьми. Конфликты могут быть малюсенькими, может быть, незамеченными, пока ему годик, 2, 3, 4, а то и 5, 6, а потом проявляются, усложняются, и мы можем даже потерять своего сына, когда ему будет 18-19 лет. Он на том берегу, я на этом, и кричим, слушай, не ходи туда. А? Отвечает, и делает то, что хочет. Знаете, что возникло в силу этой разности между нашим подходом и природой детей? Никогда не было стольких наркоманов среди детей, скольких сейчас. Никогда этого не было. Странная вещь. Дети индиго, дети света и наркоманы. Никогда не было стольких суицидов, скольких сейчас. Никогда не было. Понимаете, никогда в мире не было. Это не только в России. Россия занимает одно из первых мест среди детских суицидов. Во втором месте в мире стоит. Так, каждые сутки в России заканчивает жизнь самоубийством от 19 до 21 подростка школьного. Каждые сутки. Умножайте на 365 дней. Вот получится армия. Никогда не было курящих столько среди детей, правонарушителей среди детей. Никогда в таком количестве и с такой жестокостью еще, что сейчас дети проявляют, не было. Каждый день вы можете в газетах или в разных источниках извлекать факты. Почему это так? Причина, может быть, причины разные, не знаю, но я вижу одну очень величайшую причину. Так? Потому что мы не можем понять наших детей. Мы хотим их воспитывать по нашим старым замашкам, а они новые. Мы хотим их воспитывать авторитарно. Они ищут свободу в себе. И в силу этого, конечно, осложнение нашей жизни. Какую романтику воспитания искать сейчас? Какую романтику? Каждый день или дерзкий, или сквернословит, уроки пропускает, двойки приносит домой, не слушается, ругается и так далее. Почему это так? И как же, что этого не было? Так? Есть две пути. Или взять нужно кнут и показать, вот тебе видишь это? Или же надо искать другой подход, который им подобает. Но я приучен к первому, а к другому нет. Вот почему нам нужно воспитываться, чтобы мы поняли наших детей. Иначе трудно будет нам. Они будут взрослеть, а трудности будут усложняться. Вот такое поколение пришло, дорогие мои. Сейчас, знаете, какое сравнение я хочу сделать? Вот здесь 60-е годы. Там были дети индиго. Это советская была страна тогда. Ну, в мире, конечно, дети рождались индиго всюду. Простите, акселераты. Но в советской стране мы их принимали материальскими взглядами нашими. И не понимали этого. И не понимали, почему они пришли с такими способностями. Так? Просто разрабатывали дидактические системы, хотели менять
процессе обучения, и шла большая борьба между сторонниками нового и сторонниками старого. Там новаторы, там консерваторы, шла борьба, как учить, как воспитывать детей 60-х годов. С тех пор прошло времени, а сейчас вот здесь 21 век, начало. Здесь я уже более свободно мыслящий человек. Тогда не мог что допускать, а сейчас могу мыслить. А почему это поколение пришло? А почему это поколение сейчас приходит? Могу сравнить. Если я сейчас приму свободу своего сознания и приму постулат духовности, то я могу объяснить этот факт. Если постулат материалистический, то это будет абсолютно непонятной вещью. Я осмелился, я последователь классической педагогики. Эта педагогика строится только на духовных началах, только на духовных началах. Такие педагоги, как Пестолоцци, Квинтильян, Яномус Каменский, Ушинский, Сухомлинский и так далее, они строили свое сознание только на духовных началах. Поэтому через эти педагогики это объяснимо. Объяснимо так. Значит, тогдашние дети приходили со своей задачей, со своей миссией. А нынешние дети тоже приходят со своей миссией. Что это значит, дети со своей миссией приходят? Откуда у них эта миссия? Вот оттуда. Вот оттуда, откуда они пришли. Из той вечности, откуда души воплощаются в тело. Ведь душа приходит с миссией, а не тело. Человека тело просто инструмент для духа, исполняет волю духа. Так? Душа несет свое предназначение. Значит, кто-то с этих вершин направил этот поток детей с предназначением изменить развитие человечества в лучшем направлении. Надо дать человечеству интернет, чтобы они получили некий протез мозга, что ли, чтобы ускорить свое движение к развитию. И дали это. Надо дать человечеству скоростные способы передвижения. Дали этого. Связи тоже дали этого. И все. Планета прессируется, время сгущается. Нынешний час, в котором 60 минут, и час 30-х годов – это разное время. То, что я успею за этот час, не хватило бы, наверное, сутки, чтобы то же самое сделать тогда, в 30-х годах. Вот это сделало поколение детей. Вот сейчас могу сказать, значит, и эти наши дети тоже с такими странными качествами, еще и странными умениями, которых раньше было или вовсе не было, или мало сейчас. То, что ребенок видит с закрытыми глазами, так, принимает чужие мысли, передает эти мысли, так, без аппаратов. Им не надо, должно быть мобильники нашим детям. Зачем мобильник, когда мысленно можно передавать знания, без аппаратов. Можно так, но им эта способность, у некоторых это сейчас есть. Может, у кого-то из ваших детей тоже есть необычная какая-нибудь способность. Так? Это только надо наблюдать за этим. Так? И вы увидите, что у детей действительно иные горизонты. И горизонты. Ну вот. На этом давайте завершим первую нашу часть. А после этого, после маленького вашего перерывчика, поговорим уже о философских началах воспитания. Да? Спасибо.